Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы в хорошем настроении и готовы работать. Тема нашего урока сегодня – число имен существительных, роль имен существительных в тексте. В ходе урока мы ответим на следующие вопросы. Какие существительные имеют форму только одного числа? Как избежать ошибок при образовании форм множественного числа имен существительных? Какую роль играют имена существительные в тексте? Начнем наш урок с рубрики «Слово дня». Сегодня поговорим о счастье. Счастье – существительное среднего рода. В первом значении – чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. Стремление к счастью, семейное счастье. Во втором значении – успех или удача. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пословица. К счастью, по счастью – это вводные слова, которые выражают удовлетворение по поводу чего-либо. К счастью, я успел вовремя. На счастье. Вводное слово, которое имеет два значения. Первое – то же, что к счастью. На мое счастье все кончилось благополучно. Второе значение – чтобы была удача. Дай руку на счастье. Однокоренные слова – осчастливить, счастливый, счастливец, счастливчик, счастливо, несчастье, несчастный. Этимология слова. Оно пришло из древнерусского, образовано с помощью приставки «с» в значении «хороший» и «часть». Буквально означает «хорошая часть» или «хорошая доля». Как бы вы ответили на вопрос «Что такое счастье?» Сравните свои размышления с размышлениями Таалай Нурсулы из Малайзии. Мне бы хотелось счастья. А что это такое? Для меня счастье – это когда ты видишь счастливыми твоих родных и близких. Счастье – это когда приходишь домой, где витают запахи ароматного ужина. Слышен топот беготни младших по дому и приглушенный голос диктора новостей, долетающий из кабинета отца. Ты скидываешь сумку, нагруженную учебниками, на стул и, подмигнув отражению в зеркале, бежишь мыть руки. Подумайте, почему слово «счастье» автор пишет с заглавной буквы? Мысли о счастье вызывают в ней особенные, глубокие чувства. Когда в слово вкладывают особый высокий смысл, пишут его с заглавной буквы. Как, например, «Родина», Отечество, добро, свобода. На вопрос, в чем заключается счастье, каждый даст свой ответ, потому что для каждого оно свое, особенное. Когда человек по-настоящему счастлив, он как будто светится изнутри. Счастье нельзя увидеть, нельзя измерить, его можно только почувствовать. Для автора текста счастье – это когда близкие люди счастливы. И я с этим согласна, как думаю и вы. Найдем в тексте имена существительные в единственном и множественном числе. В единственном числе счастье, ужин, топот, беготня, дом, голос, диктор, кабинет, отец, сумка, стул, отражение, зеркало. Во множественном числе новости, учебники, руки.
Как вы определили число этих существительных? Существительные, обозначающие один предмет, стоят в единственном числе, а существительные, которые обозначают множество предметов, во множественном. Кроме того, они различаются окончаниями. Голос – голоса. С учебником – с учебниками. В русском языке довольно много существительных, которые имеют форму только одного числа. Как наше слово дня – счастье, которое употребляется только в единственном числе. Какие это существительные? Распределите слова по их значению на следующие группы. Некоторые имена существительные имеют форму только единственного числа. Например, названия продуктов сельскохозяйственных культур. Молоко, сахар, пшеница, кукуруза. Названия материалов, полезных ископаемых, металлов. Золото, бензин, уголь. Названия качеств и состояний. Веселье, уверенность. Некоторые имена существительные имеют форму только множественного числа. Названия продуктов – дрожжи, сливки. Названия материалов или инструментов – плоскогубцы, грабли. Названия действий, состояний и игр – переговоры, жмурки, шахматы. И названия парных предметов – лыжи, очки. В устной речи часто приходится слышать ошибки при образовании формы множественного числа имен существительных. К сожалению, они мгновенно портят все впечатление о человеке. Будем учиться говорить грамотно, чтобы не выглядеть нелепо в глазах окружающих. Образуйте форму множественного числа от имен существительных. Сорт – сорта, директор – директора, профессор – профессора. Торт – торты, договор – договоры, месяц – месяцы. Подпись – подписи, очередь – очереди, плоскость – плоскости. Серп – серпы, герб – гербы, маляр – маляры. Выбор – выборы, шарф – шарфы, шприц – шприцы. Запомните, куда падает ударение в этих словах. Еще одна трудность связана с образованием формы родительного падежа множественного числа. Помните известную шутку? Как правильно сказать? У рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей или у рыб нет зуб? Конечно, вы знаете правильный ответ. У рыб есть зубы. Но если серьезно, есть случаи, которые вызывают сомнения. Запомните, правильно говорить гетры – гетер, чулки – чулок, колготки – колготок, но носки – носков, гольфы – гольфов. Потренируемся. Образуйте форму родительного падежа по образцу. Проверим. Пара сапог, валенок, ботинок. Мало мест, полотенец, яблок. Культура кыргызов, узбеков, таджиков. Танцы армян, молдаван, татар.
Песни китайцев, украинцев, литовцев, европейцев. Много мандаринов, апельсинов, помидоров, ананасов. Группа туристов, инженеров, офицеров, тренеров. На прошлых уроках мы говорили о том, как имена существительные обогащают нашу речь. И дело не только в их многочисленности, но и богатстве их значений. Так много можно выразить с помощью имен существительных. Прочитаем текст. Какие слова в нем помогли автору передать свои чувства? Ставьте пропущенные буквы в словах. Природа умеет удивлять своими красками и настроением в каждое время года. Весна – радость и пробуждение. Лето – благоухание и свежесть. Осень – усталость и грусть. А зима – тишина и сказка. Природа в каждое время года имеет свой облик, цвет и характер. Автору текста кажется, что у каждого времени года есть свой характер. Природа в разное время года способна вызывать в нас самые разные чувства. Радость или грусть, усталость или пробуждение. Выразить свои впечатления о каждом времени года автору текста помогли имена существительные. Но то, каким мы видим окружающий нас мир, зависит от нас самих, например, от нашего настроения. А какие чувства вызывают у вас каждое время года? Впечатления об одном и том же у разных людей могут сильно различаться. Каждый видит именно то, что ближе ему. И это тоже прекрасно. Ведь в то, что все мы не одинаковы, и делает наш мир таким интересным и прекрасным. Рассмотрите картину знаменитого кыргызстанского художника Семена Афанасьевича Чуйкова «Дочь Чабана». Какие впечатления она у вас вызывает? Сравните свои впечатления с впечатлениями автора отзыва на эту картину. В одном из залов Третьяковской галереи в Москве я обнаружила картину кыргызского художника Семена Чуйкова «Дочь Чабана». Девочка-подросток, высокая и стройная, держит в руках аппетитную сочную скибку арбуза. Интересно, кто или что отвлекло ее внимание от спелого алого плода? Голова чуть повернута влево, жгучие черные глаза миндалины обращены в сторону, смоляные дужки бровей приподняты. Белозубая улыбка озаряет все личико. Что вызвало алый румянец на ее смуглом, обветренном личике? Скорее всего, дочь Чабана пригласили к столу, и она смущена вниманием взрослых. Светло-зеленый чапан с закатанными по локоть рукавами надет поверх бежевой блузки. Голову прикрывает бледно-розовая косынка, но непослушные, чуть волнистые волосы выбились из-под нее. Загорелые руки и длинные крепкие пальчики девочки знакомы с трудностями чабанской жизни. Однако озорной взгляд, улыбка и яркий ломоть чудесной восточной ягоды словно говорят: нет ничего лучше и краше юности. Мне, давно не бывавшей на родине, так захотелось ощутить сахарную сладость арбуза, почувствовать его аромат, поболтать с моими подругами детства, ощутить тепло южного солнца. О чем этот текст? О том, как увиденная в чужом городе картина вызвала теплые воспоминания о далекой на тот момент родине.
о том, какие чувства она вызвала, на какие размышления натолкнула. В воображении автора этого текста картина ожила. У нее появилась предыстория, и можно продолжить фантазировать о том, что было дальше. Художник выбрал для своей картины очень простой сюжет. Но если вглядеться в портрет девочки повнимательнее, можно почувствовать, с какой теплотой он относится к своей героине. Чтобы выразить свои чувства, он использует особые краски, подбирает тона. Такими красками в нашей речи являются слова, которые помогают нам выразить любую мысль. Понаблюдаем, какую роль в тексте играют имена существительные. Для этого пойдем по пути художника, сделаем эскиз этой картины. Главная героиня – обычная кыргызская девочка. Найдите в тексте слова, которые называют детали ее портрета. Детали ее одежды рассказывают о ее возрасте, о том, какие мы видим предметы. Детали портрета. Глаза миндалины, дужки бровей. Эти слова называют форму. Улыбка – это настроение. Румянец, краски, личико, пальчики. Возраст называют слова девочка-подросток, юность. Детали одежды. Чапан с закатанными по локоть рукавами, блузка, косынка. Привычная одежда для девушки того времени. Предметы. Скибка арбуза, плод, ломоть ягоды. Увидеть картину помогают имена существительные, а раскрасить портрет девочки помогли имена прилагательные. Светло-зеленый чапан, бежевая блузка, бледно-розовая косынка. А какие детали вы бы добавили в описание портрета девочки? Какие слова делают это описание еще более живым? Передают чувства и ощущения. Сладость и аромат ягоды, тепло солнца. А какие выражают отношение к героине картины? Теплое отношение к девочке выражено в словах личико, пальчики. Как мы вновь убедились, имена существительные – это особенная часть речи, которая может обозначать все, что угодно, все, что существует на Земле, и даже то, что нельзя увидеть или услышать, а можно только почувствовать. Это и предметы, картина, стол, и люди, девочка, взрослые, и животные, корова, лошади, и действия, бег, решение, и краски, румянец, и звуки, трели, пение, и признаки, глубина, теплота, и чувства, любовь, нежность, трепет, восторг. Запишите домашнее задание. Напишите несколько предложений о своих впечатлениях от картины Семена Чуйкова «Дочь Чабана» или о погоде, которая сейчас за вашим окном. Используйте имена существительные в единственном и множественном числе. Укажите их форму. Подведем итоги урока. Сегодня мы ответили на вопросы. Какие существительные имеют форму только одного числа?
Как избежать ошибок при образовании формы множественного числа имен существительных? И какую роль играют имена существительные в тексте? Закончить урок я хочу стихотворением Омара Хайяма. Счастье, что в стоге иголка, счастье, что тонкая нить. Можно искать его долго, рядом оно может быть. За счастьем не нужно отправляться в тридевятое царство. Оно всегда рядом с нами. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.